Добрый день, меня зовут Александр. В этом видеоролике я вам расскажу об усадке дома и как защитить окна и двери. Значит, сразу покажу конструкцию. Вот в данном случае окосячка, которая защищает оконный проем от того, что дом осаживается. Дом осаживается почему? Сама древесина обладает пористой структурой, то есть она легко впитывает и отдает влагу. Поэтому и осаживается. Существуют нормативы по расчету усадки. Но надо понимать, что нагрузки в доме разные. Вот, например, вот половая влага. Нагрузка идет на эту стену и на ту. Следовательно, эти стены более нагружены. Кровля сама, если это двускатка, упирается тоже на две боковые стены. То есть какие-то стены больше нагружены, какие-то меньше нагружены. Следовательно, масса в разных частях дома разная. И давление, усадка, она разная. Еще один фактор того, что усадка разная, это стороны света. Южная часть сильнее прогревается и усыхается, уменьшается в размерах, значит, пиломатериал. Северная сторона меньше, то есть дольше просыхает. Следовательно, и усыхается, уменьшается в размерах дольше. То есть в доме идет неравномерная усадка. Есть еще первый и второй этаж. То есть на втором этаже надо понимать, что и количество пиломатериалов, то есть давление, оно меньше. Вот, например, здесь, вот над окном, всего лишь 2 венца. Там у меня по первому этажу идет давление целой стены. То есть по первому этажу усадка происходит больше, здесь меньше. Это тоже надо учитывать. Поэтому нормативом, который существует, этого всего не посчитать. Потому что слишком много факторов влияет на процесс усадки. Есть в связи с этим общепринятые уже параметры, какой делать вот здесь зазор. Например, в домах из цилиндрованного бревна или же из просто кругляка, именно из него и строили наши деды, да? То есть применяют зазор от 8-10 сантиметров. В домах из бруса естественной влажности применяют зазор, делают порядка 5-7 сантиметров. В домах из сухого пиломатериала, если высушили камерной сушки, то там примерно 3-5 сантиметров. То есть это дома из клееного бруса, из профилированного, если сухой пиломатериал, 3-5. В данном случае дом из нестроганного бруса, естественной влажности, то есть изначально он был сырой, мы сделали порядка 7 сантиметров. И то вот он уселся где-то 1,5 сантиметра вот за год. Мы делаем обычно по полбруса, то есть 7,5. Здесь я наблюдаю уже порядка 5. Ну, может, чуть больше. То есть где-то на 1,5 сантиметра произошла усадка. По первому этажу, наверное, сантиметра 2,5. Больше. Даже 6,5 сантиметров. Мы делаем обычно где-то около 7,5, то есть на 1 сантиметр по второму этажу произошла усадка. На первом этаже она где-то составляет 2-2,5 сантиметра. То есть, но важно учесть, вот есть многие люди говорят, давайте больше сделаем, больше ведь не меньше. Вопрос, должно быть все адекватно. Почему? Потому что вам в дальнейшем это все облицовывают. Дверные проемы и окна, есть декоративные планки, которым происходит отделка всех оконных проемов. Даже в квартирах у вас есть зачастую пластиковые панели, так? То есть на что вы будете, это если вы, конечно, занимаетесь потом в дальнейшем отделочными материалами, то есть это все отделываете гипсокартоном или же отделка вагонкой, это можно все закрыть. Но если у вас дом из цилиндрованного бревна, если дом из профилированного бруса, то в данном случае, как вы вот этот зазор, если он большой, будете декорировать? Там зачастую планки декоративные, оконные, дверные, вот где-то порядка, вот, вспомнить, порядка 8 сантиметров. То есть если вы сделаете зазор большой, вы это потом не задекорируете, замучаетесь. Поэтому делайте, вот, повторяю, в домах из цилиндрованного бревна или кругляка порядка 8-10 сантиметров зазор, из обычного сырого бруса порядка 5-7 сантиметров, из сухого материала 3-5. Если у вас по поводу окосячки свое мнение, свой жизненный опыт,
Давайте это вместе и обсудим. Места в комментариях очень много.